Здравствуйте, интервью на БСТ. Ровно 65 лет назад, 1 марта, состоялся первый выход в эфир из концертно-вещательной студии. Эта дата официально считается днем рождения башкирского государственного телевидения. И в нашей студии ветеран башкирского телевидения, один из руководителей, Фаниль Кудакаев, председатель Совета ветеранов телевидения и радио Республики Башкортостан. Фаниль Шамсиевич, здравствуйте. Рады видеть вас в вашей родной студии. Скажите, пожалуйста, в какие года вы работали руководителем? Я вообще-то пришел на радио в 1979 году, после окончания БГУ. Там определенное время там поработал, и в 1986 году меня перевели на телевидение. Главным редактором общественно-политической программы. Потом, с ноября 1988 года, я уже был директором башкирской студии телевидения. Тоже аббревиатура БСТ. Сейчас вот у вас башкирская спутник телевидения, а там было башкирская студия телевидения. Ну, вам есть чем сравнивать, то есть и коллектив поменялся, и вещание поменялось. Вот чем отличается телевидение 90-х годов от сегодняшних дней? Как работалось тогда? Вот легче, сложнее, как вы думаете? Ну, я не знаю, ну, у каждого времени свои, так сказать, болячки, свои интересы, свои радости. Ну, что было в 90-х, ну, 80-х годах, скажем, да? Вот, ну, это было время такое. Перестройка, гласность и так далее, и так далее. Нам было легче работать в этом отношении. Там интересные передачи появились. Ну, скажем, там «Актуальная камера», там сейчас «Открытые письма». Ну, такие. Сейчас открытого письма. Ну, прям да, там, ноу-хау сегодняшнего дня тоже вот возможно. И я вот в связи с этим я хочу сказать, вот в 1988 году я посмотрел старые вот, эфир Башкортостана, у нас газета выходила, у меня интервью до 1989 года. Там, значит, я о чем говорю, значит, в 1988 году у нас было где-то 10 тысяч писем, а в 1987 году, то есть, а в 1988 году уже было 11 тысяч писем. Видите, вот связь с зрителями, населением была такая тесная, и это помогало, конечно, в нашей работе. Почему? Потому что все-таки они вот сообщали, звонили, там вот эти вот круглые столы, допустим, с использованием ПТС, выездом на местах. Вот это, наверное, какой-то был, я считаю, вот такой, ну не взлет, а такое хорошее время для телевидения. И там мы вообще-то не боялись критиковать. Там вот я же говорю, у нас «Актуальная камера» была передача, там на радио был сатирический микрофон. И, конечно, это весомые такие критические материалы давали. И, ну, в других отношениях там я не буду сравнивать, конечно, технические оснащения, потому что сейчас времена совсем другие. Там нам было в радость, если у нас был камера ВХС, потом появились супер ВХС, потом эти видеокамеры нам купил 22-й партсъезд, директор завода 22-й партсъезда Муртаза Шарахимов, 3 камеры. Над этим работали, конечно, они были большие, не то что сейчас миниатюрные, так сказать, но тем не менее. Ну и, конечно, старались. Вот я помню, Кильдин и Мансуров, директор телецентра, они ездили в Англию, они закупили оборудование на $1 миллиард. Фаниль Шамсиевич, а кого-то из журналистов, можете ведущих журналистов от того времени вспомнить, вот таких звезд башкирского телевидения? Ну, если вот немножко заглянуть в историю, это что-то первое пробное вещание было 1 января 1959 года. Потом уже отладка оборудования, там пригласили специалистов, вот эти муж с женой невинные там были, вот они приехали. И как раз вот было 40-летие Башкирской АСР, вот в связи с этим, значит, уже телевидение, первая передача вышла. Естественно, там были, ну вот, некоторые товарищи там, они работали, первый приказ, я видел, первый приказ. В 1957 году радиокомитет раньше существовал, когда создали студию телевидения, их объединили и создали комитет по телерадиовещанию при
Совете министров Башкирской АСР. И первым председателем был Гузаиров Ариф Валеевич, знаменитый, легендарный руководитель, журналист, он переводчик, он большой след оставил в журналистике и вообще в общественной нашей жизни. Вот он начал набирать тоже команду. Там Гали Гумеров был директором студии телевидения назначен. Ну, пошло, они там, вот, пришли там Любимого, Стрижкова, вот кого я вспоминаю, ну, из этих Метелев там, режиссер. А сегодня поддерживаете отношения с коллегами, вот с теми, с кем работали в те времена? То есть вы председатель Совета ветеранов, вот как проводится ваша работа, как вы встречаетесь, общаетесь? Ну, у нас вот, слава богу, 2 раза в год мы встречаемся, это на 8 марта, 23 февраля и День пожилых людей. Конечно, сейчас все меньше и меньше ветеранов остается, которые там, допустим, с самого начала работали, но вот у нас около 30 человек были ветераны Великой Отечественной войны. Вот у меня фотография даже есть. Вот, это обычно перед 9 мая, это вот 86 год, 7 мая. И у нас были еще приравненные, где-то больше, порядка где-то 20 человек. Сейчас, к сожалению, их почти никого нет. Интересно было работать? Ну, интересно с было. Творческой точки зрения. Интересно было, конечно, нам, молодым, тем более. У нас, ну, тогда же комсомольская организация работала, партийное бюро, профсоюзный комитет. Так что там, конечно, это вот кому-то может не нравиться, что комсомол, туда-сюда, партия, но это же время было такое. Они направляли, как-то уже исправляли, там, допустим, какие-то там моменты, они под контролем были. Допустим, партийные собрания проводились, я вот сам секретарем партбюро был в свое время, где-то 2 года. А до этого я председателем правкома был 6 лет. Так что вот именно вот через эти организации мы какие-то работы проводили. Там и вопросы дисциплины, допустим, вопросы оснащения, технического перевооружения. И когда вот в 1989 году мы приняли решение, потому что там тоже вот эти, я помню, партийные собрания, они проходили очень так живо, с критикой. И вот критиковали, допустим, вот я в 1989 году в своем интервью пишу, что нам не нравится, не устраивает работа информационной программы Башкортостана. Она так называлась. Однообразие, одноликие там сюжеты и так далее. И как раз вот в это время было принято решение создать творческое объединение. Вместо редакции у нас ну, там творческое объединение, там музыка, допустим, там общественно-политических передач. То есть утренние программы, развлекательные программы. И мы там уже, так сказать, журналистов, режиссеров, звукорежиссеров даже они хотели, но операторов не получилось. И чтобы, ну, эффективность была, отдача была. И вообще-то я считаю, что это был правильный подход, потому что когда в 1991 году на место Госкомитета образовалась телерадиокомпания «Башкортостан», мы так плавно перешли, и как раз и телецентр же отдельно был, он как раз и встал в составе вот этого ГТРК «Башкортостан», и у нас уже легче стало взаимодействовать, потому что раньше они как говорили, вот наша техника, а ваше творчество. У нас техника, вот, и лимит там, допустим, это там, а творческому человеку надо что? Побольше эфира, побольше камеры, да, побольше пленки. А у них были, естественно, свои там лимиты, свои нормы. А там, вот, когда объединились, это стало легче работать, конечно. Владимир Алексеевич, сегодня БСТ смотрят по всему миру, но вот глядя на работу ваших коллег, подрастающего поколения, молодых телевизионных журналистов, что бы вы хотели им пожелать? Ну, вот вы сказали, что действительно там это сейчас везде смотрят. А у нас вот я помню в таком году, сейчас вот скажу, в 1985 году у нас цветное вещание, и к этому времени где-то первая программа, у нас 2 программы же было.
первую программу смотрели где-то 90% населения, а вторую программу смотрели 60% населения. Конечно, это было большое достижение. Ну, что нынешнему поколению? Главное, чтобы они чтили традиции наши. Что касается работы Совета ветеранов радио и телевидения, у нас остается не очень много времени. Вы, как профессионал, понимаете, что эфирное время ограничено. Чем живут сегодня ветераны? Какие планы? Ну, вот как раз сейчас мы обговорили с руководством телевидения. Сейчас радио пока будем говорить. Сейчас будем обновлять Совет ветеранов. У нас там, к сожалению, сейчас члены уже постарели, пожилые стали, им тяжело. Более молодых ветеранов туда подберем. И, естественно, мы в Совете ветеранов Ленинского района и совместно с городским советом ветеранов будем, конечно, то, что у нас особых-то возможностей нет, у нас финансов нет, это у нас энтузиазм и чувство взаимопомощи. Допустим, если хотя позвонить ветерану, как там дела, там Нина Ивановна или там как-то Ахмед Иванович, это же очень приятно. Поздравить с праздником, допустим, там, пригласить куда-то там, на какое-то мероприятие, которое проходит в масштабе района или города, это тоже приятно. И то, что мы здесь собираемся, потом концерты и так далее, и так далее. И вот, если это вот вечер будет торжественный, и там они придут с удовольствием. И то, что они сами вот встречаются, это для них это большое дело, большой праздник. И они с удовольствием ходят. И то, что вот нас поздравляет руководство сейчас акционерного общества, да, это тоже хорошо. Сегодня вот сходил, допустим, там небольшую материальную помощь получил. Это же приятно. Но это не только мне, а всем ветеранам. Это вот где-то около 300 у нас сейчас, считая и ту сторону, как я говорю, ГТРК и вас. Так что вот. Ну, а мы-то уж готовы, я же говорю, там, встречаться и рассказывать, там, показывать. И сейчас вот создается музей у вас. Нет, у вас музей есть, новая экспозиция создается. Конечно, хотелось бы, чтобы туда вошли все ветераны, там, подборки фотоматериалов, там, не только фотоматериалов, там, чтобы потом не было, кто-то, чтобы, там... Эта память очень важна, безусловно. И чтобы не было обид. Вот это я хочу сказать. Потому что там, если человек смотрит, он себя не увидел фотографию, говорит, а почему меня нет? Это естественный вопрос, так ведь? Он отдал, допустим, 40 лет туда, поработал здесь 40 лет. Фаниль Шамсич, спасибо огромное за то, что пришли. Большой привет нашим коллегам. Большое спасибо за все, что вы делаете. Этот год юбилейный. Я думаю, что наша с вами встреча не единична. И на протяжении этого года мы действительно будем встречаться, вспоминать и говорить о тех, кто строил башкирское телевидение. Спасибо огромное. Дорогие друзья, Фаниль Кудакаев, председатель Совета ветеранов телевидения, радио Республики Башкортостан, был гостем программы «Интервью». Оставайтесь на БСТ. Увидимся.